Здравствуйте, уважаемые телезрители. Еще чуть-чуть осталось до окончания чемпионата Италии. Сегодня вот с этого матча мы начинаем Интер-Киева. Хотя начинаем это конкретно мы, рассказывая об этой встрече. А что касается других игр, то они тоже в одно и то же время. И то же самое, значит, мы будем это транслировать все, и вы все это увидите обязательно. Так, а сейчас Интер-Киева, вы уже видите составы играющих команд. Значит, могу сказать только, что Жозе Мауриньо поклонник большой стандартного такого состава стартового. И, в общем-то, если посмотреть, то изменений вот в этом конкретном случае совсем немного, потому что прекрасно он понимает, что означает эта встреча, и понятно, что интерес к ней колоссальный, потому что в 17:00 по московскому времени все начали в одно и то же время, и таким образом вот таким вот образом, все в одно время, и ничего тут не поделаешь, значит, случайности всякие, так сказать, исключаются. Ну, вот так выглядит стадион, и вот так публика, собравшаяся на эту игру против Киева, понятное дело, в предвкушении успеха своей команды. Интер уже выиграл Кубок Италии, разговоров вокруг фамилии главного тренера хоть отбавляй, вагон и телега, и, в общем-то, конечно же, он далеко-далеко не ординарная личность, но как бы то ни было, все-таки можно было бы и страстям немножечко поутихнуть. Что касается его удач, то если он выиграет сейчас и Скудетто, то остается, в общем-то, 2 тура. Это предпоследний и последний в середине четко мая. Вот, то тогда останется только лишь Лига чемпионов против Баварии в финал. И если он и его выиграет, то спокойненько можно ему отправляться в следующий клуб и утверждать себя и там таким вот образом. В Ювентусе, то есть это самом, как его, Челси не удалось, потому что Лига чемпионов не была выиграна. Пошел искать счастье в другом клубе. И вот, пожалуйста, значит, где-то вот рядышком с тем, чтобы добиться успеха. Но рядышком, пока еще не выиграл. А пока что борьба за звание чемпиона. Публика неистово приветствует свою команду. Так и Рома будет свои задачи решать в другой встрече. И таким образом Рома играет с Кальяри, Интер принимает Киева, Палермо Сампдория, Болонья Катания, Дженоа Милан, Ливорно Лацио, Удинезе Бари, Ювентус Парма, Фиорентина Сиена, Наполи Аталанта. И останется потом последний тур. Когда глянешь на турнирную таблицу, то в общем-то, удивление, хочешь, не хочешь, а появляется, скажу откровенно. Состав Киева, я вернусь к этому, вы же сами знаете и понимаете прекрасно. Удивление вызывает колоссальное количество пропущенных мячей. Это говорит о том, что, в общем-то, забивают люди, но все тем не менее. Мы в данном случае имеем в виду игру обороны практически всех команд, в том числе и Интера. Интер пропустил 31 мяч, в то время как это лидер, единоличный пока что. А значит, тем временем идущая на 12-м месте команду Киеву пропустила 35 всего-то. Разница-то всего в 4 мячика пропущенных. Вот имею в виду эти команды и где они находятся в турнирной таблице. А как вам нравится, что Джено напускала уже 60 штук? Второй результат по пропущенным после Сиены, у которой 65. Только Сиена уже чао, а вот Джено находится там в верхней части турнирной таблицы, в первой ее половине. Вот такие дела. И так можно было еще эти двузначные цифры называть, гулять по ним, и каждая вызывает по меньшей мере удивление. За этим, конечно же, могут последовать и комментарии. Я даже готов эти все дела разобрать. А если коротко, играют плохо в защите. Больше ничего. Хоть и банально, но никуда от этого не денешься. Другими словами, игра в обороне у многих тренеров просто-напросто организационно хромает. Ну, а некоторые просто авантюрно играют. Ну, зато, правда, Интер забил 70 мячей.
Это лучший показатель. Ну, фантастический результат, конечно, у мадридского Реала 101 мяч. Ну и вот Балотелли сам лично и собственной персоной. Таким образом, ближе уже, так сказать, к тому, что на поле. Лука Банти главный арбитр этой встречи. Так, далее у нас с вами идут составы играющих команд, и я вам их называю. Так, это как раз Доменико Ди Карло, наставник Киева, Жозе Мауриньо, главный тренер Интера. Ну, а составы следующие. У Ди Карло, значит, Стефано Соррентино, 28 номер вратарь, 20-й Дженеро Сардо, 17-й Боян Йокич, 4-й Андреа Мантовани, 21-й Николя Фрей, 3-й Франческо Скардино, 10-й Сикейра Лусиано, 16-й Лука Ригони, 7-й Микеле Марколини, 31-й Серджио Пелисье, 11-й Пабло Греночи. Так, а что у нашего Жозе Мауриньо? Счастливые часов не наблюдает, правда, но тем не менее 12-й номер Жулио Сезар, 25-й Вальтер Самуэль, 13-й Байкон, 4-й Хавьер Дзанетти, 23-й Марко Матерацци, 19-й Эстебан Камбьяссо, 5-й Деян Станкович, 8-й Тьяго Мотта, 22-й Диего Мелито, 45-й Марио Балотелли. О судье все сказано. Коротко, имя и фамилия. Ну и вот тот самый Лусиано, 10-й номер в составе команды Киеву. Ну, пора начинать. Пора уже покатить его туда вперед на чужую половину. Этот мячик. Ну, давай, свисток. Давай. Поехали. Интер Киеву. Путь к чемпионству. А Киеву нечего терять, кстати. Там все в порядке и не каплет, откровенно говоря. А вот тут-то Рома дышит в спину. И играет тоже дома. И вот такие дела. Нас интересует только эта встреча. Я заранее предупреждаю. Я, естественно, буду знать, как играют другие команды. И прежде всего вот этой конкурирующей, так сказать, группировки. Но, тем не менее, буду как партизан молчать. А так уж единственное, что скажу, пока игра вот тут развивается. С праздником вас, дорогие друзья. Всех благ вам, здоровья, ветеранам здоровья прежде всего. Они красавцы, они еще сражаются, чтобы все у нас было хорошо. И своим примером в том числе. А молодым большущая наука. Мы выиграли самую главную битву в нашей истории. Хотя можно посчитать и другие, но то, что на нашей памяти, это вот то. Передо мной война прошла, и я ее пощупал руками. Светлая память всем тем, кто не вернулся. Продолжаем. Ну, в общем, этот моментик с участием Балотелли. Интер Киева, счет не открыт 0-0. 37-й тур итальянской серии А. Это ударчик поворотом, ну так подсек слегка своим приличным размером ноги, стопы Балотелли. Мяч улетел за пределы поля. И тут же попал на карандаш самого. С мячом опять Интер. Длинная передача вперед туда прямо с хода. И там Мелито. Это его нормальное, так сказать, явление в таком вот эпизоде. Пару-тройку раз он в офсайд должен забраться обязательно. А сейчас диагональный пас неплохо был выполнен, но и защитник там не сплоховал. Мяч задел его, отлетел в вратарю Соррентино.
Что мы здесь с вами имеем? Мы имеем с вами Майкона, который перешел в среднюю линию поля, играет по правому флангу. Ну и дальше здесь попытка на острую позицию вывести своего товарища по команде Милито со стороны как раз вот Балотелли. Мяч отбит. Это первый острый момент по-настоящему в этой игре. И как раз угол Перра, в общем-то, была работенка не из легких. Но все, так сказать, закончилось нормально. Нарушение правил. Ну, что еще же мы наблюдаем с вами? Я вот паузу взял такую же небольшую, чтобы поднаблюдать. Заперли футболисты Интера соперника на его половине поля. Конечно, там тесно. Занетти прошел уже тоже середину поля, действует на половине гостей. И удар с дальней дистанции. Очень приличный удар. Мяч неожиданно после удара Станковича ныряет вниз и ударяется о штангу сверху. О перекладину сверху. Вот он, смотрите, этот удар. И вот вихляет из стороны в сторону мяч. И ударяется, хотя вратарь и прыгнул прилично Соррентино, вытянув обе руки на всякий случай. Но не дотянулся до мяча, потому что пролетел выше, но ударился о перекладину. Ахнула публика. Хороший удар. Ну, мы знаем, как бьет Станкович. И, в общем-то, так особо этому и не удивлены. Пас туда в середину в направлении Милито. С мячом Камбиясо. Снейдер пропускает эту игру. Вы уже это, так сказать, почувствовали. Ну, а что ЭТО? Пас к штрафной площади. Ну, это далековато, откровенно говоря. Хотя и навес состоялся. Трудно было что-либо ожидать другого, потому что из неудобной позиции это все было выполнено игроком у самой линии ворот. И точно сыграть было очень-очень сложно. Опять владеет мячом футболисты Интера. Блестящий пас в одно касание. Вы обратили внимание, движение Камбиясо. Это игра на коротке. И удар опять по воротам. Уже смотрите, сколько ударов, пока все выше. В общем, идет пристрелки. Это уже Тиаго Мотта бил по воротам. Ну и рядышком находился ЭТО. Если взять Балотелли, Милито, ЭТО, то здесь уже можно четко говорить о том, что хоть и в оттяжке играет ЭТО, Балотелли, Милито выдвигается вперед. Это его уже, так сказать, чуть ли не святая обязанность. Он будет перемещаться только по фронту атаки. Вот. А дальше на подхвате Камбиясо, Станкович. Ну и четверка защитников Майкон, Матерацци, Самуэль, Занетти. Вот, собственно говоря, так, если кидать их по схеме, то 4-3-3 будет, скорее всего. А тут строить можно все, что угодно. Ну, это опять Балотелли, но не очень четкий удар был по движению в момент соприкосновения ноги с мячом. Ну вот что-то такое Киево придумала, наверное. В конечном счете острый пас штрафной, но здесь Занетти хорошо Лусиано, значит, перекрыл корпусом, и тот поэтому до мяча не добрался. Если сравнить этот состав с тем, когда только удивившая всех команда Киева
предстало пред очи наши, то, конечно, изменения колоссальные. Совсем на пальцах одной руки можно сосчитать игроков, которые от того призыва, ну, Лусиано, да, ну и, конечно, Пелесье, вот, а дальше надо рыться в памяти, не будем утруждать себя, потому что, может быть, это не самое главное. Эти игроки сейчас атакуют, навешивают в штрафную, но подставляют ногу Матераци лично. Лусио не играет и отбивает мяч за пределы поля. Значит, в запасе Тольдо, Кварежма, Марика, Мунтари, Киву, Пандев и Арнаутович. С правой стороны подают угловой футболисты Киева. Счет не открыт, 0-0. Навес в сторону ворот. Сезар хорошо перехватывает мяч. И тут же на рывке уходит из штрафной Майкон. И вперед, ребята. Все остальные подстать ему. Это типичный вариант перехода от обороны к атаке в исполнении команд Моуриньо. Обманное движение. Вот здесь отвечаю вам, что Балотелли должен был правой под левую. Но так как правая ему служит вернее, он тут и работал только под правый. Мяч потерял с мячом Киева. Счет не открыт, 0-0. Ну так что-то стало получаться и у Киева с пасом в середине поля. Дают играть, спокойно принимать пока что. Но вот обратите внимание, футболисты Интера отошли чуточку назад. Это линия хавбеков. Здесь и на половине своей Балотелли. Там, я думаю, Милито только лишь впереди. Это там где-то слева бродит. И вот ударчик по воротам. Тот самый. Лусиано ушел в центр, на замахе вроде бы правой будет бить, потом еще правой погладил мяч и двинул левой, и причем бил-то грамотно, между прочим, дьявол. Знал, что в этот момент вратарь движется от левой штанги в центр, а он ему туда под левую и наносил удар, ловя на противоходе. Но, правда, пробил выше. Счет не открыт, 0-0. Ну, Йокич тут затеял с левой стороны перепасовку. Вот что из этого вышло? Вышел вот этот тут очень симпатичный диагональный пас на противоположный фланг. Правда, в борьбу так, ну и за боковой будут бросать футболисты Интера. Это Самуэль. Граночта был на правом фланге. Нарушение правил. Это Граночи упал. Неласково его встретил товарищ Самуэль. Ну, сейчас подтянутся. Тут и Пелесе здорово играет головой. И защитники центральные обязательно. Вот я вижу, уже Мантовани туда приплелся. Ну-ка, навес высокий. И счет открыт. Вот вы знаете, у меня вот только-только, вот клянусь вам, я не успел просто. Вот на языке, как говорится, была фраза, почему не выходит Сезар из ворот после этого навеса. Ведь высоко мяч летел и на линию площади ворот. Скардина забивает. Смотрите, какой высокий навес. Никаких проблем, даю вам слово, если рассчитать все по делу, выйти было на перехват. И вот итог. И, между прочим, бросочек меня, честно говоря, он пошел-то, оказывается, красавец, а потом изменил свое решение, и кончилось это вот затея тем, что, может быть, даже мяч задел и саму голову Самуэля и оказался в воротах Интера. Киево ведет 1-0. Не ждали? Скорее всего, так. Но использовали стандартное положение футболисты и неуверенную игру, даже так скорее, правильно будет сказано, неуверенные действия футболистов в защите и плюс вратаря. А тут уже в собственные ворота человек забивает и 1-1. Подставил ногу, рикошет и мяч в дальний угол. Иногда даже чужой так не может забить из такого положения. Вот смотрите.
Этоо куда-то туда бьет. И если бы этот игрок не тронул мяч, посмотрите, вот удар, если бы он его не тронул, то мяч прилетел бы к другому, его товарищу по команде. Он тут как-то неловко, неудобно, знаете, вот согнув ногу в колене, пытался пяткой, внешней стороной мяч перехватить, но, по-моему, он ударился слева об пятую точку и рикошетом улетел в дальний угол. Так что счет стал 1-1 в матче Интер-Киева. Ну, если уж такие вещи тоже у Интера проходят, то быть ему чемпионом. 1-1. Мяч у Интера. Станкович. Тут Матераци, там и этот самый второй Самуэль, Дзанетти. В общем, такая цепочка защитников выстроилась, и мяч прогулялся с одного фланга до другого. Там короткие передачи мы видим, поиск иного продолжения. И вот, наконец-то, Майкон. Этот парень, если скучает, то немножечко совершенно. Да, так вот, все-таки к чему пришли мы. Я, помните, не случайно бросил фразу, что не исключено, что и Самуэль тоже дотронулся до мяча. И получилось, что оба гола в исполнении своих же игроков. То есть автоголы Самуэль забил себе, а Мантовани тоже в свои ворота. Таким образом, 1-1. А вот чужие, так понятно, да, ничем не отличилось. Пока что. Ну вот Камбьясо. И опять футболисты Интера полностью на половине гостей. Это не самый лучший вариант, вообще откровенно говоря, потому что там сразу образуется теснота. Я в программе по понедельникам нашей именно рассказывал, чем это чревато. Понимаете, да. Ну, чревато и то, что когда забывают об обороне, и по 12 штук в игре иногда бывает, забивает в сумме. А вот такой метод ведения игры, когда защитники переходят, пытаются там еще помогать, хавбеки выдвигаются к чужой штрафной, там атакующие и защищающиеся всей командой, можете себе представить, что там происходит и как пробиться. Вот это самое мы с вами наблюдали в матче Барселона-Интер в повторном полуфинале Лиги Чемпионов. Как нетрудно Интеру было держать этот натиск, который и мы испытали вопросом, ну забьют или не забьют. Но тем не менее помогали Интеру и сами футболисты Барселоны, прижимая окончательно их к своей штрафной и собирая там всю толпу полевых игроков. Параллели сравнения здесь уместны, откровенно говоря, потому что, в общем-то, мы не раз еще столкнемся с такого рода ведением игры. Мауриньо, Майкон. Ну, надо возвращаться Майкону на свою позицию. Там могут, конечно, на подстраховке отработать ближний центральный защитник, кто это. Но, скорее всего, наверное, Матераци будет играть, если смотреть из ворот справа, а Майкон слева в центре. Два центральных. Перехватили мяч футболисты Интера, но игрок Дзанетти переборщил с финтами. 1-1. Ну так, ближнему очень удачно пока контроль мяча осуществляется. Внешней стороной чуть-чуть подрезал мяч. К боковой посылает партнер направо. А вот, увы, подать Сарто не сумел как следует. Небрежность со стороны обоих футболистов. Чуть проворнее оказался игрок Интера.
Матераци. Ну, вот такого рода перепас. За это время футболисты Киева перешли полностью на свою половину. Хорошо сыграл защитник, отбросив мяч назад. Это Балотелли. Не прочь побродить он по полю, но когда ему, видимо, об этом подсказывают со скамейки, это раз. А так он с правой стороны уютнее себя чувствует. Мяч случайно попадает в затылок Дзанетти. Сезар. Балотелли. Немножко небрежно, но Майкон с мячом. И навешивает слишком сильно. Защитники пропускают мяч, потому что ими руководит голкипер Соррентино. Мяч в поле. Перевод направо на Майкона. Хорошо. Майкон пытался Грановича поймать на встречном движении. В общем-то, это удалось. Марколини в центр. Офсайд. Офсайд. Да, это видно было. И судья в полный почти рост. И офсайд стопроцентный. По реакции зрителей где-то что-то происходит. Вам понятно, да? Вот. Но я этого не касаюсь. Потому что эти игры будут повторяться. Плюс к тому же еще и много публики наших абонентов, которые любят смотреть, не зная счет. Как это им удается, я, честно признаться, не знаю. Но вот, наступая на горло собственной песни с законом информации, тем более, что это же очень важно, знать, как же там все-таки. Ну, вот им сам процесс больше интересен, игровой. Поэтому результат остается чуть-чуть в тени. Вот посему, идя навстречу, молчу, как рыба об лед. Но Интер Киеву, ничья 1-1. 21 минута. Это главный тренер команды Доменико Ди Карло, это Киеву. Создатель этой команды Луиджи Дель Нери побродил даже за пределами Италии, но, в общем-то, пока что обрел счастье в Генуе. Сампдории. Так, здесь у нас 1-1. Навес абы какой и мяч за пределами поля. Быстро ввел Сезар мяч. Ну что дальше? В общем-то, игра спокойная. Фолов практически нет. И судью не слышно. Дзанетти. Офсайда, кстати, не было. Вот здесь позиционную оплошность, надо сказать, допустили очень серьезную игроки Киева. А если бы была передача мягко и точно Балотелли, то, в общем-то, оставался один защитник, который стоял возле Милито в центре непосредственно нападения, а у того была вся зона впереди атаки свободна. Так что пока 1-1. Темп, конечно, невысокий, чего ж там говорить. Наверное, все-таки в известной степени Интер, чувствуя себя хозяином. Там
Дальше уже без особых выводов, потому что соперник вот в таком неторопливом варианте ведения игры как раз не уступает Интеру. Опять на половине поля неспешная перепасовка и перевод на Майкона. Майкона, ну, понятно, почему, так сказать, чаще используют, потому что, во-первых, он умеет открываться, во-вторых, он умеет подключиться и не просто так, и не как-нибудь. Правда, от него можно ожидать и быстрых таких навесов, может быть, и неподготовленных, там разберутся. Но, в принципе, все очень осмысленно, и он не зря один из сильнейших крайних защитников мирового футбола. Майкон. 13 номер. Вот он с мячом. Внимание, он же и забивает сейчас Тенечка. Вот он так прорывается, пасует туда головой, падает там игрок ни с того ни с сего. Балотелли. Ну, неплохо, конечно, разыграли, ясное дело, футболисты Интера эту комбинацию. Еще одна атака, падение в штрафной площади, решение арбитра. Наоборот, удар в противоположную сторону. Снова Балотелли. Смотрим. А там ничего не было. Боролся третий номер Киева с этим самым парнем, 45-м, Скардина, фамилия игрока Киева, а против него был Балотелли. Ну вот и 1-1. Ничего такого особого нет пока в игре. Больше в центре поля чего-то такое тут интересного можно наблюдать. Ну а дальше это держится что-то за заднюю поверхность бедра левой ноги. Опять перевод на Майкона. Это удар поворота. Зачем? По-моему, сам Майкон не объяснит. Мяч в игре. Майкон снова. И пас по правому флангу. Но это я такие пасы называю на убой. Посмотрим, давайте, прав я или нет. Сейчас выползет из этой ситуации игрок или нет. Майкон снова с мячом. Заработали угловой. Мяч в игре. 1-1. Камбьясо. Майкон. Сейчас будет навешивать, внимание. Удар от ворот. Соррентино ведет мяч в игру. Это Станкович. Это как раз Ди Карло говорит о том, чтобы ребята внимательно просто-напросто играли и не более того. И что же? На правом фланге мяч.
Ну, вы помните, что Интер опережает Рому на 2 очка? 76-74. Вот эти показатели. Милан третий. И, в общем, если в 2 турах Милан неудачно выступит, Сампдория удачно будет, все наоборот, будет Сампдория на 3-м месте. Ну и вот мы видим, как Граноч пробил поворотом, заставив Сезара слегка прилечь в правом от него углу. Это штрафной удар. Перепал от Занетти левому защитнику. А это навес. Рикошет имел место. Мяч залетел высоко. Но вот почему Самуэль, а особенно Матерацци, выше ростом, чем Самуэль, и прыгает тоже прилично, не помешали этому парню пробить поворотом. Вот это трудно сказать. Значит, не заняли неверную позицию. А может быть, как раз рикошет и сбил их с толку. Но он не сбил с толку Граноча. Так, здесь столкнулись просто-напросто Сардо и Занетти, уже потеряв мяч по инерции, уже тормоза у обоих не работали. Майкон, Станкович с правой стороны, в общем, могут тут, так сказать, шороху навести, если будут вот таким образом действовать, как им объяснил Мауриньо. То есть один ушел, другой его подстраховал, наоборот, Станкович устремился по правому флангу, Майкон отскочил. Так, они могут взаимодействовать. Станкович с правой стороны в линии хавбеков подключается, Майкон вдоль бровки. Тут масса вариантов при наличии таких толковых игроков и такого умения. Счет 1-1. Это Интер Кьево. 37-й тур, итальянская серия, предпоследний тур. 40-я минута первого тайма. Сезар с коронной левой нежно переправляет мяч на правый инсайд. Там Балотелли прыгал в борьбе за мяч. Бросать будет Майкон. То есть Балотелли справа. Вот сейчас Балотелли. Майкон. Неплохо Балотелли действовал, пытался Йокича оттереть от мяча, играя корпусом. Но все было в пределах правил. Угловой справа будут подавать футболисты Интера. Тренер Ди Карло показал своему подопечному, чтобы тот все-таки отошел к центральной линии, чтобы быть кому-то там на подхвате, на всякий случай. Мяч отобьют, надо же дальше что-то делать. Это удар схода, класснейший удар, четко прямо по центру мяча и удар в левый угол. Смотрите, еще разок. Ух, какой классный ударчик. И Станкович, между прочим. Хорошо сыграл Соррентино. Тиаго Мотто. Это он ударил поворотом по мячу, до которого не дотянулся защитник. Соррентино вводит мяч в игру. 1-1. Ну, если опять обратиться к турнирной таблице, и учитывая, что здесь не так, ни шатка, ни валка перекатывает мяч друг другу через Камбьяса футболиста, потом дают Матерацци, и тот по диагонали вперед, и угловой зарабатывает футболист. Тут возникает и пауза. И вот, значит, нетрудная арифметика совершенно, зная очковый баланс, так сказать, 7-6, 7-4, Интер-Рома. Значит, Интер побеждает, Рома играет ничью с Кальяри, и Интер уже досрочно чемпион. Угловой навес. Удар поворотом. Опасно. Молодец. Соррентино и
Милита в том числе. Вот отсюда и, так сказать, эти вежливые похлопывания. Потому что, вот смотрите, падает в ноги вратарь после этого эпизода и прыжок через вратаря. Мяч в поле. Самуэль контролировал ситуацию, и Пелисьер не добрался до мяча. И опять Майкон. Неутомим. Камбьясо. Левой ногой как клюшкой работает. Балотелли. Соррентино зажег мяч над центральным кругом. Хорошо. А вот справа мог бы человек подтянуться там для того, чтобы быть свободным, и через него можно было обыграться. А так Хавбек должен был брать игру на себя. Сейчас он бежит там вдали назад. Майкон навешивает. И удар по воротам. И будьте любезны. Вот и все дела. Вот так и складываются игры. Камбьясо. Лично 2-1 в пользу Интера. А все началось вот от того парня. Значит, причем не от того, который потерял мяч. А я вам отвечаю, я строже отношусь к этому эпизоду. А тот, который правым защитником работает. Ему надо было открыться, и как нечего делать. И последовала бы ему передача. И игра была бы совсем иной вот в этом куске игрового времени. А так, вот смотрите, опять-таки Майкон, наконец-то он посылает абсолютно точный пас в направлении левого крайнего. И не кто-нибудь, а там Хавбек Камбьясо. Чутье у него хорошее, между прочим. Он поле здорово видит. Он открывается, а уж по исполнению вообще красавец. И левый спокойненько в дальний угол. Тащите, ребята. Раз игровые отдельные эпизоды вам непонятны, это к тому, что вот тот самый момент, когда был потерян мяч. Ну, теперь удар издали. Неточный. 2-1 в пользу Интера. Как всегда, строг и справедлив этот парень. Требования самые высокие. 2-1. Интер впереди. Я напомню, что Рома принимает Кальяри. Тоже домашний матч. Наша трансляция обязательно. Их аж 3 штуки. Следите за программой. Камбьясо. Самуэль. Марик. Ну-ка, Марик. Под правую. Нет, не хочет вперед отдавать. Отдает Вальтеру. Опять перевод мяча. Легкие прогулки с мячом. Нетрудные перебежки. Майкона подключили к атаке очередной раз. Он навесил, а вратарь поймал. Вот так разыгрался этот игровой эпизод. Вратарь уверенно отработал, смотрите, в борьбе сталкивается с Балотелли, роняет мяч, но контролировал ситуацию. Это упреки или ирония, или благодарности. Я-то знаю, что это, но мне не хочется дословно все это посылать в эфир.
Ди Карло прекрасно, как опытный человек, понимал и понимает, с кем ему играть, да еще на поле соперника. Но я повторяю, что позиция Киева в том варианте, в котором он выступает в чемпионате, она вполне нормальная, адекватная. Так и Киева, кстати, в обороне. Вот только сейчас один свой забил, второй чужой и 38. А так 36 мячей на фоне 31 Интера лидера. Это показатель приличный. Правда, вот с тем, чтобы забить, тут есть проблемки. Но это тоже предмет для разбора полетов и плюс дискуссий. А пока что Интер с мячом. Очень легко играют обе команды. Обратили внимание, нарушений правил практически нет. Самуэль из-за угла, называется, забежал, чтобы левой послать мяч по левому флангу. Все получилось у него. Это и удар поворотом. Удар поворотом, и это высший класс. Я в таких случаях говорю, ребят, пора заканчивать. Тут Милито исполнил блестяще. Он так готовился для удара на скорости, настырно, что купил вратаря на этом как младенца. Тот, ожидая этого сильного удара, вылез из ворот метров на 7, наверное. Вот это отдает ему, смотрите, вот он, замахивается, а потом на черпачке, опа, получить. А тут еще мяч задевает соперника, поднимается чуть выше, но каплю задел всего. Он даже особо мяч и не изменил, так сказать, траекторию полета. И рослый малый в воротах по фамилии Соррентино прыгает, а команда начинает с центра поля. 3-1 в пользу Интера. Вот так приветствует Милито. Нет, хорошо. Диджей здорово работает. Молодец. 21 мяч. Ди Натали. 25. Игрок Удинезе. Центральный нападающий. Игрок сборной. И, между прочим, Удинезе забил 50 штучек. Из них ровно половина принадлежит Ди Натали. Но и пропустил 53. А Диего Милито забил свой 21 мяч. Из 70 до этого, или 71, если учесть, что в свои ворота Самуэль забил, то вот и игра цифр. 3-1 в первом тайме, 4 забитых мяча при очень такой спокойной, неразмеренной игре на технику, с легкими перебежками, не напрягаясь, на классе, конечно, в первую очередь игроков Интера. Вот эта вся игрушечка привела к тому, что 3-1 в пользу Интера. Вот эти расстояния, они убийственны, откровенно говоря, когда надо подержать мяч, и расширяя зону действий, так сказать, для паса дальней дистанции. Вот это на нервы действует невообразимо тем, кому надо этот мяч отнимать. Кстати, впустую бежать сколько. Никакая зарплата подчас не заставит. Это очень технично пытался отыграть, перебрасывая мяч через ногу соперника Станкович, а тот не успел затормозить. Но мяч в игре, Станкович в порядке. 3-1 в пользу Интера. И 42-я минута на исходе. Пас назад вратарю, чтобы было ему тоже повеселей. Так, реакция публики. Я думаю, что реакция, конечно, публики относительно матча Рома-Кальяри. — 3-1 в пользу Интера.
Интер побеждает, Рома играет в ничью. Все ясно и понятно. Если выигрывают обе команды, тогда все в последнем туре. Не самые, какие соперники, но тем не менее. Футбольная жизнь есть футбольная жизнь, и не иная. Ну вот тут Милито решил немножечко поиграть с правой стороны. Это лишнее было. Ну, Балотелли — это ребенок, которого надо еще воспитывать и воспитывать. Но талант, безусловно. Иначе бы это все надоело бы давным-давно. Это главный арбитр Банти. Занетти Сезар. А Сезар в борьбу в направлении Балотелли, который каким-то образом перебежал на ту сторону. Атакует, раз владеет мячом Киева. Хороший пас и хорошая обработка. Подключение тоже прилично осуществлено. А этот парень все испортил. Удар от ворот. 3-1 в пользу Интера. Ди Карло. Не садится маленькому, ну что поделаешь. Все-таки Интер, никуда не деться. Я еще раз вам напомню, что в этом туре предпоследнем все в одно и то же время, в 17 по московскому времени играют Болонья, Катанья, Фьорентина, Сиена, Дженоа, Милан, Интер, Киево, Ювентус, Парма, Ливорно, Лацио, Палермо, Сампдория, Рома, Кальяри, Наполи, Аталанта, Удинезе, Бари. Случайное нарушение правил, если вот так совсем уж строго подходить. Потому что очень корректно играют обе команды. Интеру финал Лиги Чемпионов предстоит. Каждый игрок должен быть в полном порядке. Грамотные соперники это понимают. Это не игра в поддавки, а игра по правилам. Станкович оригинально сбросил мяч, так же, как и Майкон. Ну, это там пытался перебросить мяч для себя, для того, чтобы дальше пробить поворотом. А вот Майкон ждал ее передачи назад. Если вы успели сфотографировать тот момент у линии штрафной Киева. Самуэль Матераци, можете даже не сомневаться. Так же, как и в том, что это Майкон. И опять Марик. Молодец. Элегантно перебросил. Так, подрезал мяч. Он там по дуге облетел. Или так сказать, сделал дугу такую и приземлился прямо у ноги левого защитника и капитана. Вообще, в принципе, неплохо разыграли мяч, за исключением того, что последний пас был немножко сильно сделан. А Балотелли не мог рвануть вперед раньше, потому что иначе был бы в офсайде. А в этой ситуации он не был вне игры. Просто Станковичу надо было чуть-чуть помягче сделать передачу, не более того. Но он играл в одно касание схода, мог и не подрасчитать силу удара. По этой причине Соррентино ввел мяч в игру. Заканчивается первый тайм. 3-1 в пользу Интера. А вот и свисток арбитра. Ну, там, честно говоря, добавлять-то нечего было. Почему? Потому что, опять-таки, очень по-джентльменски играют обе команды. Так что 3-1. Два первых мяча забили игроки в собственные ворота.
Вот, а далее уже отличились полевые по-настоящему игроки. Это был Камбьясу и Мелито. Мелито вообще исполнил третий мяч учебно-показательно. Вот такие дела. Так что предлагаю вам, уважаемые телезрители, немножечко отдохнуть и встретимся во втором тайме. Уважаемые телезрители, еще раз вас с праздником и смею доложить вам, что мы продолжаем трансляцию матча из Милана. Интер принимает Киеву и после первого тайма ведет со счетом 3-1. Хотя проигрывал немножечко по времени, потому что Самуэль, подчеркиваю, забил мяч в собственные ворота. А затем Мантовани сделал то же самое в Киеву уже вскоре после того, как Самуэль проверил вратаря. Ну и, короче говоря, 1-1. Ну, в общем, преимущество полное, конечно, Интера местами и временами. Киеву тоже чего-то там, так сказать, демонстрировал. Но класс, конечно, игроков Интера, безусловно, выше. И не демонстрируя 300% самоотдачу, но играя профессионально на 100%, столько, сколько надо, вкладывая усилий в отдельные эпизоды, вот тут это все и позволило им все-таки 2 мяча забить. И причем забить красавцы мячи. Второй мяч Камбьясу, 2-1 счет стал, был забит в результате блестящей комбинации и великолепного паса Майкона на дальний угол площади ворот, а там вдруг оказался Камбьясу, забытый защитником. Не ждали, наверное, что Хавбек окажется на ударной позиции. Ну а тот же технарь и левой ногой в прыжке как положил все на мяч в дальний угол ворот прямо в притирочку со штангой. 2-1. А затем отличился Мелито, который бродит по полю и оказался где-то там, если смотреть на ворота с поля, на вратаря, то где-то там на левом фланге, на левом инсайде что-нибудь. И пошел в центр. Раз замахивался, на замахе обвел. Еще раз замахнулся, тормознул парень. И он оказался в хорошей позиции. И вроде бы вот по скорости, по напору он должен был ахнуть поворотом как следует. И все приготовились. И защитник перед ним, и вратарь выкатился из ворот, сокращая угол обстрела. А этот хитрец все видел. И на замахе, вроде бы для сильного удара, подсекает мяч. Тот чуть-чуть так плечо погладил соперника, не изменило, скажу честно, траекторию полета и перелетел, но перелетел через вратаря. Это блистательное исполнение удара, который продемонстрировал нам Мелито. Пандев разминается, ну и остальные игроки там. Короче говоря, 3-1 и заявка на победу более чем весомая. Но вся штука в том, что есть еще Рома, за которой следит весь стадион, и по реакции публики, естественно, игроки Интера все чувствуют. Но я сказал, что победа, по сути дела, в кармане у Интера в матче против Киева. Все зависит теперь от того, как сыграет Рома. Если Рома сегодня с Кальери сыграет в ничью, значит сегодня Интер чемпион. За тур до окончания. Поэтому, при том, что команда тратит ровно столько, сколько надо для победы, все-таки играет лидер очень собрано. Это надо отметить, не всякого сомнения. Вот такие дела. Ну и что же? Если о составах еще разок, о стартовых, разумеется, мы начинали с Киева, а теперь с Интера. Значит, Сезар в воротах 12-й, 13-й Майкон, 23-й Матерацци, 25-й Самуэль, 4-й Данетти, 5-й Станкович, 19-й Камбьясо, 8-й Мотта, 45-й Балотелли, 22-й Мелито, 9-й Этоо. Жозе Мауриньо главный тренер. Соррентино, 28-й номер у него, он защищает ворота Киеву. Пару раз выручил, кстати, не могу не отметить. 20-й Сардо, 21-й Фрей, 3-й Скардино, 4-й Мантовани. Это он забил собственные ворота. 17-й Йокич, 10-й Лусиано, 16-й Ригони, 7-й Марколини, 31-й Пелисьер, 11-й Граноче. И
Доменико Ди Карло, главный тренер команды. Ну вот, составы играющих команд я вам, так сказать, доложил. Ну, а главный арбитр Лука Банти из Ливорно, между прочим. Вот такие дела. Итак, второй тайм. Уже 3-1 в пользу Интера. Ну, все следят, конечно, за тем, как сыграет Рома. Я еще раз подчеркиваю, реакция публики здесь кое о чем говорит. Она говорит не столько о результат сразу же там сообщается. Ну вот, но вы слышите эту реакцию и в общем-то, себе вот даете, представляете, что там все в пользу пока Интера. Но почему я избегаю этой информации, я объяснил в первом тайме. Честно признаться, не хочется повторяться. Меня интересует только конкретный матч. А все остальное в информационных выпусках или у вас же возможности фантастические все посмотреть потом и по нескольку раз мы же все повторяем. А можем и транслировать прямо на нескольких каналах сразу. Это наши неоспоримые преимущества, и немногие, между прочим, каналы мирового уровня, зарубежные, я имею в виду, а наш именно такой, могут этим похвастать. Будет 8 игр, мы 8 игр покажем в прямом эфире. Мы покажем финал Кубка России, между прочим, чтобы вы знали. И всякого рода не очень толковые размышления коллег, сожалеющих, а всякого рода там, так сказать, и борясь за преимущество зрителей и о том, что команды не транслируются на главных каналах, это уже не КНТВ+. Мы сделали все, и наша публика эту игру увидит. А при желании и очень многие. Так что некорректные выпады и спортивных изданий, я подчеркиваю это, не называя, не к месту. Это Станкович. 3-1 в пользу Интера. Пас назад. Ну, в общем-то, по рисунку, по манере игры, вот начало второго тайма мало чем отличается от того, что мы наблюдали с вами пока в первом тайме. Ну и в центре свободно разыгрывает мяч. И, между прочим, это касается обеих команд. Особо, так сказать, не докучают игроки опекой друг друга. Вот там все собираются у штрафной площади. Так играет и Киево, если удается приблизиться к штрафной чужой. Так работает и Интер большей частью, все-таки появляясь в штрафной Киева или в пределах этой штрафной. Ну, а уже самым активным образом окружает Майкона, который сейчас исполняет пас великолепно внешней стороной, так подрезав с обратным вращением мячика там Станкович. Другой вопрос, что им удалось как следует там сделать передачу. Вот он за это, кстати, и поблагодарил Майкона. Ну вот, а тот старался в одно касание, может быть, хотел подсечь, но у него это не получилось. Мяч по стопе прогулялся и низом попал в ногу защитника справа угловой исполнения Интера. Высокий навес. Соррентино решил не выходить. Но, между прочим, вот Сезар, с моей точки зрения, конечно, классом выше вратаря Киево, не обижая последнего ни в коем случае. Все, что мог, он делал в этой игре. Не его вина там, что 3 штуки побывало. Но вот Сезар должен был, с его, так пониманием и классом, должен был выйти из ворот на перехват. Ну, не было бы этого эпизода, когда мяч случайно ударился почти о затылок Самуэля, которого видели сейчас, и залетел в дальний угол ворот. Вот тут-то уже и Сезар
и не ожидал. Почему? Потому что вышел, остановился, потом попятился назад, а в этот момент мяч коснулся головы Самуэля и полетел в угол ворот. А вратарь не готов. А вот Балотелли выходит 1 на 1 и забивает, внимание, Балотелли а-ля Милита, только в другом варианте. И публика этого малого приветствует и сразу же прощает многие его некорректные выходки. Ну, что поделаешь, молодой, горячий, хотя по поведению никогда не скажешь, вот что горячий, но где-то там внутри что-то, видимо, комплекс какого-то несогласия присутствует. Офсайда нет абсолютно. Провал обороны явный, в линию игра в защите. Никто подстраховать друг друга не может. Как стоячий обходит Балотелли. Вратарь вылетает, а он стоит, уже остановился и посмотрел, где голкипер. Большой оригинал. 4-1. 79 очков. Четыре плюс 70, а можно 70 плюс 4, значит 74 забитых мяча. Плюс один из этих мячей конкретной игре провел свой же в воротам Мантовани, но тем не менее 74, лучший показатель, 32 пропущенных. Я хвалил Киеву за то, что 36 мячей всего, и по сравнению с Интером всего 5 разница, но команда Киева на 12-й позиции. Ну, сейчас уже пропустили гости 40, но все равно, например, 40 пропустила и Сампдория, а Сампдория в четверке. Но и больше не буду касаться этого, потому что тут можем далековато уплыть, и надо будет разбираться, почему и как. Я, так сказать, коротко в первом тайме на эту тему порассуждал. Поехали дальше. 4-1. Смотрим, что дальше. Тут еще Интер успокоится абсолютно и больше не будет стремиться к тому, чтобы счет увеличить, хотя я в это не верю. Но вот в том ключе, в котором он играет, он так, я думаю, и продолжит. Значит так, Самуэль автогол, Мантовани автогол 1-1, Камбьясо 2-1, Милито 3-1, Балотелли 4-1. И вот снова пас туда в штрафную, а вот тут уже удар по воротам и вратарь в полном порядке. Это уже ЭТО на ваших экранах. Два темнокожих парня атаковали ворота. Балотелли был на месте конкретно центрального нападающего, уводил защитника, освобождая зону ЭТО. Тот пытался ему отдать мяч. Жадностью, кстати, ЭТО не отличается. Надо отдать ему должное. Ну и там ему защитник помешал, но от него мяч отлетел, ЭТО пробил. Вратарь среагировал. Сорвали атаку футболисты Интера. И тут же пас Балотелли на левый фланг. Балотелли при тех всех делах его, что он понимает очень хорошо игру и при росте таком очень гибкий и техничный, вроде бы мало двигается. Понимаете, и какие-то скоростные рывки я не помню из ряда вон выходящие. Тут можно было бы посмаковать его некие физические качества в этом плане непосредственно. Но он так как-то с линцой вроде бы вот пешком ходит, как будто все остальные здесь просто так присутствуют. Ну вот. И даже впечатление, что никто вообще не мешает, ни на кого не обращает внимания. Так вот он так двигается, что всегда где-то находится в удобной позиции для приема мяча, для продолжения атаки.
Мотто покидает поле. Между прочим, информация промелькнула, что якобы Мотто забил мяч в собственные ворота. Это я сам прочитал в перерыве. Но это самое. Итак, Мунтари вместо Мотты. Ну, публика сейчас своих будет приветствовать от души любого из игроков. Это в общем-то, все объяснимо вполне. И каждый из них аплодисменты заслужил. Звание чемпиона рядом. Совсем рядом. Все зависит сегодня конкретно от результата встречи Рома-Кальяри. Я предупреждал вас, что я на эту тему ни слова в ходе репортажа. Но, знаете, подумал все-таки подумав, и принимая решение такое с вашего разрешения, но принимая все равно решение индивидуально. Если мы дотянем таким образом до окончания игры, что все станет ясно, понятно, да, на что я намекаю, я вам объявлю результат. Потому что речь уже идет о звании чемпиона. Это уже более чем конкретная информация. И играть в игры, заглушите ваши приемники, дабы вы не слышали и так далее, ведь все же увидят на экране, если кто наблюдает за ходом этого матча. Все станет ясно. И о происшедшем на стадионе в Риме, на стадионе Олимпику, из репортажа нашего, и также какие вот в этой игре конкретно. Пас направо. Защитник имел в этом плане преимущество позиционное, и поэтому раньше оказался у мяча. Камбьясу с мячом. Пас вперед. Ну, нет. Ударчик пока нельзя наносить, а вот сейчас нет. Опять неудобно. Ближайшему назад. Но самое главное, что это собрал возле себя сразу троих. Зная, что этого малого отпускать ни в коем случае нельзя. Вот тут-то трое сразу возле него сгруппировались. А пас назад был так себе уже. Пандев выходит на замену. Ну, если он заменит кого-то из атакующих игроков, то все равно это мало повлияет на и рисунок игры, и, в общем-то, и принцип поведения в игре конкретно для этой встречи. Что-то, вот видите, Камбьясу там страдал, вот, держится за живот. Что-то произошло. Это Ди Карло, наставник Киева. У Киева 44 очка. 12 место. 35 забитых, 40 пропущенных. Все-таки забивали слабенько, скажу вам честно. Ну и пропускали немного, но тем не менее. Ну вот. Ну и забили еще один Сезару. И 4-2. Это, конечно же, приятная, может быть, даже и неожиданность в исполнении Марко Лини. Вот, посмотрите, пас или удар. Непонятно сначала было, что вот, смотрите, вот туда, наверное, так, пас или удар. Но как бы то ни было, игрок, вот этот ударчик, а потом игрок еще впереди. Вот что хотите, и говорите, как это было. Удар или пас. Во всяком случае, успел перехватить игрок, находившийся там впереди, а это Граночи, и он чуть-чуть изменил направление полета. И Сезар в один угол, мяч по центру. 4-2. Таким образом, мы имеем с вами Киеву 36 забитых мячей, 40 пропущенных. 40 пропущенных мячей не у кого-нибудь, между прочим, а у Ромы, которая ведет борьбу за звание чемпиона. Все зависит от того, как она сыграет с Кальяри.
и что дальше будет. Замена в составе. 11-й номер, покидая поле, Граночи, который забил, кстати. И вышел Абрускато, 22-й. Майкон готовится выполнить штрафную. Ди Карло хорошо так. По-дружески, фамильярно немножечко погладил человека, который забил своего парня. (4-2). 6 забитых мячей. В игре не самого высокого накала, темпа. Камбьяса в игре. Так что все обошлось. Второй тайм там и в матче Рома Кальяри. Все, подчеркиваю и повторяюсь, кто не знает, и потом не говорите, что не слышали. Все начали игру в одно и то же время, в 17:00. Так же будет и в последнем туре. В середине, в самом середине мая. А Брускато, вышедший на замену с мячом, он занял место справа в линии хавбеков. Это Монтари с мячом Киеву. Риджони покинул, и Бентивольо вышел еще в составе Киева, чтобы вы помнили. Ну вот Киева так задержалась с мячом на половине Интера и даже в районе штрафной площади. Попала по ноге Майкону. Балотелли сопровождает аплодисментами, между прочим. Скандальчик с этим парнем был и после финала Кубка. Тотти там провинился. Панди вместо Балотелли. Конечно, разноплановые игроки, но принцип тот же. Ведение игры самой. Это толчок в спину, штрафной удар. 4-2. Лусиано провинился. Мы полюбовались еще Балотелли немножко. И, короче говоря, мяч ведет сейчас в игру игрок. А скорее даже вратарь Сезар. Пешочком все отправляются к центральной линии. И кое-кто там подтягивает сюда вперед, отжимая защищающихся, так, увеличивая глубину. Поэтому Сезар бьет сразу туда вперед, подальше. Но мяч проиграл игрок Интера. Тут же его и получил. Пас назад. Нет, не выбрался, сам запутавшись там, чуть ли не действительно трехсоснок игрок. Пас и за спину. Это вратарь очень хорошо вариант просчитал. И пока Панди опустил голову, следил за ногами соперника и за мячом. Смотрите, вот он обрабатывает мяч. Голова вниз, а тут разворачивается, а уже вратарь нырнул ему в ноги.
Голкипер в этом эпизоде заслуживает, безусловно, похвалы за чутье игровое. Матераци, Самуэль, Занетти хочет мяч тоже получить, но Самуэль его игнорирует. Пока на левый фланг, Самуэль ошибается. Дождик. Какой джентльмен, а? Дождик в Милане. Не отдал паса, так отбрыкнулся игрок Евы. Потеряли гости мяч. Камбьясо. Ну, это все сообщения идут из Рима, где играет Рома Скальери. Публика понятно, как реагирует. Да, ну и плюс еще обязательно там идет реакция, и слышна реакция на матч, в котором играет Милан против Дженуа в Сампдории. В Генуе там две команды. А что касается Сампдории, то я, с вашего разрешения, назову, да, что пока результат 1-0 Сампдория у Палермо выигрывает. Я рассуждал в самом начале, разглядывая турнирную таблицу сквозь призму пропущенных мячей практически всеми командами, так сказать, обращая внимание на не очень поставленную игру защитных линий. Да, так вот, и там ситуация наверху, при которой Милан может оказаться на 4-й позиции, а обойти его может Сампдория. Душ принимают тренеры, что называется, и Ди Карло, и Мауриньо, если выходят из-под козырька защитного. Ну, еще, так сказать, помогнуть ребятам придется до окончания матча. Так вот, Милан проигрывает, а Сампдория выигрывает. А вы интересуетесь, напомнить вам очки, пожалуйста. Значит, смотрите, у Милана 67, а у Сампдории 63. Значит, если вот так все закончится, то Сампдория догоняет по набранным Милан. И тогда все будет решаться уже в последнем туре. Кто куда. На 3-ю или на 4-ю позицию. А так как Сампдория играет принципиальнейший матч с Палермо, это уже игра за те 6 очков, потому что команды стоят рядом. И тогда уже Палермо, проиграв, шансов никаких не имеет на 4-ю позицию на Лигу чемпионов. Ну, в еврозону попадает, но это уже другой вопрос. Милито с мячом. 4-2. Ну, такая перепасовка. Не стремятся особо, так сказать, отобрать мяч футболисты Киеву. Желтая карточка. И, между прочим, пока что первая в этой игре. Дождик приличный, но теплый. Не вижу страданий. В мяч играл игрок, но так намерения были у него слишком серьезные, чересчур для отбора мяча, и за это он, так сказать, и наказан арбитром Горчичником. Камбьясо пасует назад. А вот там и вратарь, и там же Матераци готов был принять этот мяч. Правда, там выдвинулся вперед игрок
немножечко. Но толку от этого мало было. Игрок Киева, конечно. Лусиано. Хороший пас. Правда, обработка мяча, может быть, потому что скользкий, не удалась игроку Киеву. А эти на коротке, как рыба в воде. Они уже это дело любят, игроки Интера, и умеют играть на короткой дистанции. Пандев. Впереди еще, так сказать, тур. Если все закончится сегодня вот так, как и может закончиться, если Рома сыграет ничью, то останется в последний тур. И, в общем-то, сквозь призму этой игры, как бы там ни говорили о чемпионате Италии, но у Интера маячит впереди финал против Баварии. Акробатический трюк единственного нападающего в штрафной. В желании показать, что он жаждал все-таки через себя в падении пробить поворотом. Мунтари пас налево. Пандев. Мунтари. Поперечная передача. Майкон с правой стороны. Вечно свободный. Вечно готовый принять мяч. Вечно готовый подключиться. И вечно готовый отдать пас. Между прочим, готов и забить. Вы слышите, да? Что-то не так-то где-то. А? Вы чувствуете? Дождик идет, Рома Кальери. Да, вот, а никуда не денешься. Теперь все понятно, да? Как бы мы ни темнили, это для тех, кто, друзья, смотрит эту игру, но хотел бы посмотреть матч Рома Кальери, не зная результата. А вот, пожалуйста, вот вам и результат. А я тут темню, играю во что-то еще. Но таковы законы. И подчас корпоративные интересы. Значит, Рома проигрывает 1-0, даже при ничьей. Победа Интера делала его чемпионом в этом туре. А здесь уже валяют дурака защитники, и счет становится 4-3. 7 забитых мячей. 7 забитых мячей. Ничья, поражение Ромы. Считайте варианты. Замена в составе Киева. В корзину ушел Объятий выше. Да, задумались некоторые болельщики уже. 4-3. Пелисьер забил. Ну, его там прозевали, ну, просто валяют дурака. Не редактируют даже себя. Два центральных защитника, Матераци и Самуэль. А крайние, они были так заняты собой и держанием этой бровки и широты защиты в обороне, а может быть, там где-то подключились. Короче говоря, о своих функциях забыли. Защитных. Мы получили третий. Вот Камбьясо хочет ударить, но не дают. Все-таки потом отдает пас. И чуточку бы правее, а там ЭТО дежурил. И вот он успокаивает своих. Успокаивает и в то же самое время дает понять, что вот я играю, то все время серьезно. В любой игре.
Занетти, капитан команды. А вот чем должен был он это делать. Но мне такое впечатление создается, что Занетти уже давным-давно капитан по приметам. Это тоже своего рода валяние дурака в атаке. Вместо того, чтобы отдать вдоль ворот, и там кто-нибудь бы добавил, вот с такого угла приблизившись к вратарю, который бросился в ноги, попытка забить, да защитник еще рядом. Вот чем закончилась потеря мяча. Вот опасный момент. Ну-ка, удар поворотом, да, Милито неплохо бил. Это красивый удар. В принципе, когда корпус положен, удар схода. Не всегда, разумеется, получается, но этот прием всегда с большим интересом смотрится. Вот пас вперед, а мяч отлетает к Милито от ноги защитника. Удар не вышел. 4-3. Ну, еще есть время. Еще есть время. Минут так и замены были. Плюс будет добавленное время. Ну, так, я считаю, около 15 минут еще придется помогнуть под дождем участникам этой встречи. 4-3 в пользу Интера. Забили себе. Плюс позволили забить. В ситуациях, когда, в общем-то, обстоятельства совершенно этому не способствуют. То есть по настроению. Легко дается игра, правильно, подкупающе легко, но все-таки есть игровая дисциплина. Может быть, убаюкал счет 4-1 и расслабились. Вы знаете, я размышлял на тему, странная штука. Бывали товарищеские матчи в наше время. Ну так, где-то там для пропаганды футбола, где-то на периферию поедет, скажем, Спартак. Легкий соперник, разумеется, битком народа, сколько способен вместить стадион. Значит, публика приехала посмотреть на любимцев, на великую команду и так далее. Ну вот. А команда начинает ни шатка, ни валка демонстрировать такую легкость в игре и в мыслях. И все проходит. Народ воспринимает, и народу нравится. Но есть одна позиция, где легко и непринужденно не может человек себя чувствовать и играть. Увы, это вратарь. Он же приехал туда показать не как он пропускает, а как он отбивает. Если такая возможность у хозяев поля появляется, они вратаря таким образом беспокоят. Понятно? Параллели, они прям вот тут-то вот сходятся, если хотите. Они вообще сходятся где-то там. А здесь конкретно. То есть уже речь идет не о вратаре в конкретном случае, да в таком матче, а защитниках. А ведь это все классные игроки. А в итоге 3 штуки получили. 2 с игры, одну получили от своего же. Хотя и нечаянно. Так, а время летит. Еще играть. Камбьясо. Майкон. Самуэль. Камбьясо. Мунтари. Все пока в ноги. Ну, держать мяч. Тоже дело. Мунтари, Камбьясо. Пас удобно дает все время. Все время. В каждом движении, полете мяча заложен ум. Бесценный игрок в центре поля Интера Камбьясо. Мунтари. Хорошо. Удар поворотом. Браво.
Мокрое поле, скользкий мяч, неожиданный удар, почти без замаха в исполнении Этоо. Резкий. Мяч по газону. Вот он. Чуть коснулся даже газона в тот момент, когда успевает поставить мяч голкипер Соррентино и отбивает на угловой. Хороший вратарь в этом эпизоде. Да и вообще-то Флеский был замечательно проявивший себя. Контролирует мяч Интер на правом фланге. Майкон. Камбьясо. Ну, Мунтари хорошо вошел в игру. Да, и сама игра такие здесь ходы и задумки, что он, в общем-то, не напрягает. Легко войти в такую игру. Важно не портачить. И удар с неожиданный вроде... А еще добавка. Добавка, это была что? Это Пандев. Не забиваешь ты. Нарушение правил в пользу Интера. Штрафную назначили. Занетти свалили. Лука Банти назначил штрафной. Этот повторный момент. Да, значит, все красиво, все здорово. И вратарь, вы видели, как он успел сложиться? Самый непростой мяч, между прочим. Сильно пробитый рядом с вратарем. Или ногой, или успеваешь сложиться. Хуже, когда складывается, тяжелее. Ногой по хоккейному. Сколько раз мы видели, как вратари таким образом свои команды выручали. Так, что-то случилось. Внимание. Тревожно. 4-3. Вот это еще раз эпизод. Не зря, между прочим, нам концовку показывает удар поворотом и вот действие голкипера. А потом, ну, естественно, и Пандев бил уже наверняка в ближний угол. Ему, наверное, в дальний было несподручно, хотя его позиция ему это позволяла. Но там было много народа на пути мяча. Поэтому решил положить его в притирку со штангой, но немножко ошибся, попал в штангу, мяч отлетел. Так, что-то... не очень здорово. Матерацци. Ну, все это красоты. К игре не относящиеся. Но предметы лишние. Однажды мяч попал вот в такой шарик, изменил направление. Судья мяч засчитал, как взятие ворот. Возник скандал. И запутались арбитры, между прочим, в своих выводах. А ведь все было правильно. Раз судья не остановил игру от того, что предмет посторонний на поле, значит... игра продолжалась. Мунтари. Опять Мунтари рядышком к Камбьясу. Это пас в штрафную. Ух! Ударчик что надо. Уж всю злость вложил, дабы забить. Это голевой момент, не всякого сомнения. Станкович. Хорош был у него один удар в первом тайме левой. Так, классно двинул. Вот, и вратарь здорово среагировал. И здесь, между прочим, он тоже пытался угадать направление удара. Угадать, скорее всего, чем уже среагировал на удар. Мог ошибиться. Голкипер. Махнул мимо Станкович. Конечно, как-то уже изменился в восприятии
происходящего Жозе Мауриньо суровее стал. Потому что 3 штуки-то забили. Хотя он прекрасно понимает, что любая команда могла после того, как повела 4-1, и расслабиться. С учетом еще и того, что особого напряжения Интер и не испытывал в течение всей игры. Понятно, вот я вам отвечаю, понятно было, что игрок, которому отдавался мяч, должен был прибавить скорости, чтобы этим мячом овладеть. Да. Тут я солидарен, между прочим, с Мауриньо. Вот. А Дзанетти явно опоздал, а мог сыграть быстрее, а он же скоростью хорошей обладает. Но так, линцой пошел в отбор, а тот жестко сыграл. И Дзанетти схлопотал по ногам. А таких игроков надо беречь. Я не обращаюсь к сопернику, они должны сами себя беречь. Беречь тем, чтобы в назидание растолковать ему. Или не лезь, или уж тогда иди так, чтобы мячом овладеть и не схлопотать по ногам. С мячом Интер. С правой стороны там должен подключиться вперед. Это Майкон. Играет назад. Время остается немного, но 4-3. Мокрое поле, скользкий мяч. И скользкий еще счет, откровенно говоря. Может быть, этот урок с третьим мячом пошел наконец-то впрок и стали играть в обороне действительно строго игроки Интера. Вот этот перепас, это, конечно, контроль мяча. Время работает на Интер. Преимущество в 1 мяч, 4-3. Ну, 7 штук забитых в этом матче. Это уже, конечно же, так сказать, радость народная. 7 забитых мячей. Так, ну а что у нас там, Рома, с вами? Кальяри. Ну, по-прежнему Рома проигрывает 0-1. Кстати, дискуссия, затеянная Раньери, с которым я колоссальным уважением отношусь, не прибавляет ему популярности. Я с ним категорически не согласен. Насколько я имею право высказывать собственные мысли, наверное, все-таки имею. Некрасиво он себя ведет. Я от него, честно признаться, этого не ожидал. С мячом Интер. Чуть-чуть осталось играть, но судья добавил время, естественно. Уже там просчитал про себя все. Вопрос только в том, когда он это сделает. Это Пандев был на острой позиции, но защитник помешал ему. И Соррентино, голкипер, несмотря на 4 штуки, которые побывали в его воротах, вот, и даже тот мяч, который забил Балотелли, он уже вышел 1 на 1, понимая, что Балотелли четко убежал от защитников и выходом пытался его смутить, но Балотелли-то разобрался за счет техники, понимания ситуации и сыграл тоже очень здорово, как и Милито. Я и в голе Милито не готов обвинять голкипера, потому что в заблуждение Милито ввел всех. Он готовил удар сильный, и вратари соответствующим образом на это реагируют. Тут другой вопрос, может быть, далековато, излишне вышел из ворот вот вратарь Киева. Но тут уж, знаете, есть и за, и против аргументы. Камбьясо, Станкович. 90 минут сыграли команды. Сейчас будет добавленное время объявлено. Там по стадиону уже объявляют. Контролирует ситуацию полностью Интер. И ведя в счете, пусть и с разницей в 1 мяч, 4-3. Пандев в бунтаре. И показывает, давай там вот открывайся за спину. Но Пандев
не внемлет. 3 минуты добавлены. Занетти, Пандев, уходит в центр. Занетти около бровки, готов принять для того, чтобы обыграться мяч. Монтари уже в центре. Это тут где-то там тоже возле штрафной площади. Ну, в общем, отскочили футболисты на свою половину поля. И там контролирует мяч, пока мы любуемся. Муриньо. Так, неточный пас по правому флангу с мячом Киеву. Марколини отдает центр. Перепас. Это Лусиано. Я считал, что Лусиано вообще более энергичный молодой человек, чем то, что я, в общем-то, увидел в ходе этой встречи. Хотя он, в общем-то, когда получал мяч, особо, так сказать, не порол, но тем не менее. Итак, тут 4-3. Марика выходит вместо Милито. Публика приветствует Милито. Он это, естественно, заслужил. Марика вышел на поле. Навес штрафную площадь. Вот за последние минуты, да даже и не только, где-то во втором тайме это один из немногих эпизодов, когда футболисты Киева побывали в штрафной площади.